Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24» в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в программе. Сводка по ковиду. Сколько случаев по коронавирусной инфекции выявили за сутки в республике? Роспотребнадзор сообщает, с 26 октября в Якутске и ряде районов, затем во всех районах на 2 недели объявляются каникулы для школьников. Погодные аномалии. Теплая погода прогнозируется практически на всей территории страны в последнюю неделю октября, в том числе в Якутии. Сегодня на 26 октября за сутки в республике выявили 176 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 94. В Нюрбинском районе 10, в Мирнинском 7, в Алекминском, Усть-Алданском районах по 6 случаев. Также единичные случаи обнаружены почти во всех крупных улусах Якутии. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 2. За день в лаборатории республики провели 4292 исследования на коронавирус, а всего с начала пандемии обработали 601 450 тестов. Еще раз хочу обратить внимание в целом на систему здравоохранения в области профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции, сложенной в нашей республике. Вначале происходит непосредственно профилактическая работа, которую проводят как учреждения здравоохранения, так и Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. В последующем при выявлении больных, при выявлении зараженных начинают работать диагностические службы, которые есть во всех первичных наших медицинских учреждениях. Это поликлиническое звено. Поликлиническое звено несет на себя двойную нагрузку. Оно распределяет граждан в зависимости от степени и тяжести заболевания и оставляет часть на лечение у себя, как амбулаторных, так и на звене коронавирусной первой и второй степени. Республиканские же наши республиканские учреждения работают с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции и на связи с телемедицинскими консультациями с известными федеральными клиниками. И, соответственно, в Абылахе и на базе Чебдика у нас сегодня уже запущены и работают реабилитационные центры постковидной инфекции. С 22 по 25 октября в 10 муниципалитетах и в Якутске проведены выездные рейды оперштаба. Всего 521 рейд. К примеру, в Якутске проверили 22 развлекательных заведения на соблюдение мер против COVID-19. В 6 из этих объектов выявили нарушение требований. Составлены акты об административном правонарушении. Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров, покупателей и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Административной комиссии оперштаба города Якутска совместно с Минпредом проведено 473 выездных проверки. Из них 337 объектов торговли, 50 объектов общепита, 12 развлекательных центров, 69 объектов бытовых услуг и в 5 фитнес-центров. Всего составлено 47 актов комиссионного осмотра, 17 протоколов об административном правонарушении. Всего 42 дела рассмотрены судом из ранее направленных и 6 административных дел направлены в суд. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день руководителем оперштаба Айсеном Сергеевичем Николаевым, главой республики, дано поручение всем главам муниципальных образований усилить работу по контрольным выездным мероприятиям. Вакцинация от коронавируса станет бесплатной после запуска больших объемов производства в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Напомню, что Минздрав России в августе этого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦом имени Гамалеи. Она получила название «Спутник В». Также в октябре зарегистрировали еще одну отечественную вакцину «Эпивак Корона», разработанную в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Сейчас на клинических исследованиях находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова-РАН. Это так называемая цельно-вирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан таким образом, чтобы лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Роспотребнадзор обращается к родителям учеников и старшеклассникам. С 26 октября в городе Якутске и ряде районов, а затем и во всех районах республики, на 2 недели объявляются каникулы для учащихся общеобразовательных учреждений. Надзорный орган выступает с просьбой к родителям учеников и старшеклассникам оставаться дома и не выезжать во время каникул за пределы населенного пункта и региона в целом. Врач-отоларинголог Абдулло Хаджаев рассказал, как восстановить обоняние после коронавирусной инфекции. Для этого, рекомендует специалист, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью, обеспечить влажность воздуха в помещении, пояснил врач. Хаджаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь. Государственное телевидение Северной Кореи предупредило о движущемся из Китая облаке желтой пыли и рекомендовало гражданам оставаться дома. По версии ТВ и других СМИ страны, песчаная буря переносит частицы тяжелых металлов и способствует таким образом распространению коронавирусной инфекции. Все подробности в репортаже коллег. Прогноз погоды, вышедший в эфире государственного телевидения Северной Кореи в среду на прошлой неделе, звучал особенно тревожно. Диктор сообщила, что желтая пыль на следующий день достигнет провинции Северный Пхёнан, а во второй половине дня накроет все регионы КНДР. По информации гидрометеослужбы, песчаная буря, зародившаяся на территории Китая, в пустыне Гоби и во внутренней Монголии, переносит частицы кремния, свинца, кадмия и соли азотной кислоты. Власти предупредили граждан, что пылевые массы способны также переносить по воздуху опасный вирус. Наибольшему риску заражения подвергаются лица с ослабленным иммунитетом, новорожденные и люди пожилого возраста. В числе обнародованных рекомендаций – советы оставаться дома. Предприятия должны были ограничить любую деятельность под открытым небом и передвижение сотрудников, закрыть все окна и не проветривать помещения. Ношение масок и мытье рук обязательны. После того, как буря пройдет, следовало провести тщательную уборку и дезинфекцию. Посольство России в Северной Корее опубликовало на своей странице в Facebook перевод статьи на эту тему из официальной газеты «Надон Синмун», основанной на заметке агентства ЦТАК. Публикация завершалась призывами: «Давайте все как один примемся за работу по предотвращению проникновения опасного вируса. Давайте в этой работе по укреплению неприступной противоэпидемической стены выполним свой долг ответственного члена общества и гражданина». К другим темам в Мирнинском горно-обогатительном комбинате произошли некоторые изменения. Они затронули структуру предприятия. Одни цеха соединили, другие, наоборот, ликвидировали. Это коснулось и дражного флота «Алроса». Его коллектив теперь будет работать по-новому, продолжая выполнять привычные функции. Сколько они добыли алмазов и куда отправят коллектив драк зимой, расскажет Роман Муконин. Промывочный сезон этого года для драк начался с апреля. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, коллектив работал по графику и при этом смог перевыполнить план добычи. За сезон 201-я драга обработала 405 тысяч кубов дражных отвалов в россыпи горная. План по алмазам выполнен на 131%. 202-я, невзирая на то, что чуть-чуть позже запустилась, немножко обработки не добрала, обработала 383 тысячи кубов исходных песков. При этом план по алмазодобыче выполнен на 160%.
2,8%. Добыто порядка больше 220 тысяч карат алмазов на общую сумму $33,3 миллиона. В общей структуре добычи Мерлинского ГОКа пески и реляха составляют всего 9%. Но зато каких! Россыпь, по которой ходят драги, содержит в себе алмазы, вымытые за миллионы лет из тела трубки «Мир». А это значит, что большая часть из них ювелирного качества. И по цене они такие же, как алмазы, добытые на Интере. Осенью структура ГОКа изменилась. Его разделили на два комплекса – горно-транспортный и обогатительный. В последнем как раз и объединили все мощности по промывке алмазов – фабрики, драги и комплексы сортировки. С октября прииск «Ирилях» ликвидирован как подразделение комбината и преобразован в горный участок. Сократили в основном административную контору. Сам коллектив теперь станет универсальным и будет работать на два участка сразу – летом на драгах, зимой на фабрике. Фабрика будет работать с конца октября по, скажем так, конец марта, то есть в зимний период. Затем зачистка, подготовка консервации и переход всего персонала на работу на дражный код. То есть в летний период будут работать драги и установки КСА. Таким образом мы одним и тем же персоналом будем стараться выполнять все поставленные нам задачи. Для двух драг сезон уже завершен. Третья продолжит свою работу еще месяц. Это связано с тем, что ходит она по территории отвалов, богатых алмазами. Их оставили предшественники еще в 70-х годах, когда технологии обогащения были несовершенны и многое уходило обратно в пески. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Молодежное правительство Якутии признано лучшим в России. Об этом объявили на 12-м съезде Ассоциации молодежных правительств России по итогам работы за 2019-2020 годы. Кроме того, якутяне впервые выиграли в номинации «Лучшая проектная деятельность». Победа в указанной номинации считается наиболее ценной, так как молодежные правительства регионов страны прежде всего занимаются проектной деятельностью. Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике продолжает активную работу и в период пандемии. Многие запланированные встречи и конференции теперь проводятся в режиме онлайн. Вместе с тем, защита прав коренного населения региона остается в числе приоритетных задач омбудсмена. В период пандемии прием граждан проводится также либо дистанционно, либо по телефону. Как показала практика, такие встречи не повлияли на качество работы, а также не сократили количество обращающихся. Как на федеральном, так и на региональном уровнях в этом принят ряд нормативно-правовых актов, призванных в первую очередь защитить права и возможности коренного населения. Год начался с того, что внесены изменения в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера в части установления порядка учета лиц, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. Кроме того, в июле был принят федеральный закон о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне России. И вот во исполнении этого закона принято ряд нормативных актов. Что нас касается? Допустим, касается нас то, что разрабатывается сейчас государственная программа поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России. И самое главное, еще есть постановление правительства о порядке возмещения ущерба, который нанесен коренным малочисленным народам Севера в результате хозяйственной деятельности. Рыболовство избавили от избыточного регулирования. В частности, установлено, что промышленное рыболовство во внутренних водоемах ведется на основании договора пользования рыболовным участком, если такие участки в нем сформированы, а прибрежное рыболовство в морских водах в границах рыбохозяйственного бассейна, морские воды которого прилегают к прибрежному региону. Также решено, что распределение квот добычи водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах может вестись не только региональными структурами, но и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
Аномально теплая погода прогнозируется практически на всей территории страны в последнюю неделю октября, в том числе у нас в Якутии. Синоптики дают прогнозы о том, что в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10-15 градусов. Особенно яркие аномалии прогнозируются на Чукотке и в Якутии. Дневные температуры будут около нуля, а ночные от 10 до 15 градусов мороза, отметили синоптики. Сегодня днем, к примеру, в Якутске прогнозируют северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха -6, -8. Члены общественной организации здорового образа жизни и закаливания «Якутские моржи» ежедневно купаются в проруби на 202 микрорайоне. По их словам, такое купание закаляет тело и дух, повышает иммунную систему, закрепляет здоровье в целом и в общем. Но такое купание противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Общественная организация «Якутские моржи» существует уже второй год и на сегодня имеет уже более 20 членов. Ну, настроение, конечно, повышается. Сюда идешь с радостью. Утром просыпаешься, идешь сюда. И потом собрались такие люди, которыми очень интересно общаться. С ними мы почти уже больше года и как семья. И вообще по организму, если так посмотреть, то по организму бодрость, свежесть. Я сама не замечаю, но другие люди говорят, что молодею, можно так сказать. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Мы следим за развитием событий. Будьте всегда в курсе. Берегите свое здоровье.